حولات قبل دي تقول حولات حول قبل دي ده حيبقوا يساعدوا سونا يسنانا يسوينا وصل ده حسن قلب حقيقي نعمو بال ده عبول جمال ده نوشي كحني توا نوشي حينان حني توا حيدا حني توا حيشوف حني توا حولات. Этот короткий, но отнюдь непростой разговор помог спасти множество жизней. Рамзан Кадыров убеждает Зелимхана Магомадова сложить оружие, гарантируя при этом сохранение жизни и справедливое судебное разбирательство. Так называемый эмир равнинной Чечни долго думать не стал, и это не странно. Слово Кадырова имеет непререкаемый авторитет. И вот спустя короткое время он уже стоит рядом с главой региона. История Зелимхана Магомадова вызвала резонанс в обществе. Федеральные СМИ, моментально подхватившие новость, спешно приехали к главе Чечни за комментариями. Как удалось, что чувствовал Кадыров, общаясь с человеком, который готовил покушение на него и пытался нарушить покой граждан. Спасение человеческой жизни для чеченского лидера оказалось превыше всего. У нас нет задачи убивать людей. И Ахмад Хаджи поставил задачу спасти заблудивших парней. И мы спасали их. И будем делать так, чтобы больше никогда не пополнялись ряды этих шайтанов. Кто хочет вернуться, мы возвращаем его по закону, судим. И кто не хочет и выбрал тот путь, который он хочет там дальше остаться, и мы ему предоставляем такую возможность тоже. И вот федеральные каналы и информагентства, опережая друг друга не только в оперативности, но и оригинальности подачи, информацию распространили мастер слова, посол мира, дипломат и психолог. Всего по теме сдавшегося бандита в сети вышло более 200 новостных публикаций. За первые часы видеокадры переговоров и дальнейшего общения Рамзана Кадырова с Магомадовым на интернет-площадках телеканала «Грозный» просмотрело несколько десятков тысяч пользователей. После публикации новости в англоязычной версии «Вытартас» она обсуждалась на международных сайтах. Со вчерашнего дня новость находится на лидирующей позиции в рейтинге наиболее обсуждаемых тем по версии Яндекс.Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на деле продемонстрировал, насколько владеет даром убеждения. Всего один разговор по телефону, и боевик сложил оружие. В Грозном сдался властям один из главарей бандподполья Зелимхан Магомадов. Годами не видевшие своего сына родители Магомадова посчитали случившееся чудом. Дар убеждения Рамзана Кадырова в очередной раз помог вывести на правильный путь еще одного молодого человека. Более того, он высказался за освобождение оступившихся во время военных действий. Общество поддержало эту инициативу. Рамзан – прекрасный дипломат. Просто поговорил по-мужски и убедил парня, что сила в правде. И как верующий человек не стал проливать кровь другого мусульманина. Кадыров – авторитет и настоящий лидер, а этому Зелимхану даже наручники не одевают, и президент без охраны. Рамзан Кадыров молодец, спас жизни людей и убедил террористов в своей правоте. В пух и в прах разбил духовные аспекты террористов. Респект вам, господин президент. Почему так называемые амиры сами на дело не ходят? Зачем пацанов обманывать? Видно же, им это не надо, жить-то хочется. Представляю, какое счастье для родных этого парня, которые не знали о нем ничего с 2009 года. Без преувеличения, еще одна спасенная душа. Понять тупиковость своего пути в 100 раз эффективнее, чем 1000 убитых бандитов. Это удар по их идеологии в первую очередь. Подобные телефонные переговоры с преступниками в практике Рамзана Кадырова далеко не первые. Беседа им проводилась даже с известными главарями бандгруппы и имела успех. Главный его аргумент в ходе общения с такими людьми – это знание религии. Именно основываясь на Коран, он доказывает преступникам ошибочность их пути и дает шанс исправить это. К Зелимхану Магомадову нет никакой ненависти, отметил Кадыров в интервью СМИ, добавив, что он, как глубоко верующий человек, не имеет права на личную неприязнь. Глава региона подчеркнул, что он идет по пути своего отца, первого президента Чечни, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. А это путь Корана, Сунны, закона. Ахмад Хаджи вывел из леса и вернул к мирной жизни более 7000 человек. И глава Чечни в этом ему помогал. Ходил в лес без оружия, встречался с главарями, убеждал сдаться властям. Ни один из них не примкнул повторно к бандитам. Более того, сотни бывших боевиков стали шахидами, воюя против террористов. Они награждены боевыми орденами, получили звание Героев России. Команда Кадырова никогда не ставила перед собой цели исключительно уничтожать бандитов. Для них всегда были открыты двери в мирную жизнь.
жизнь через судебное разбирательство. Магомадов активно сотрудничает с следствием и оперативниками. Он готов оказать помощь в борьбе с теми, кто замышляет зло. И самое главное то, по словам Кадырова, что делает он это не из-за трусости, не из-за боязни перед смертью, а услышав главу Чечни, поверив его словам, увидев, что он не прав. Рузана Веселаева, Исмина Гацаева. Новости.